Вашему вниманию предлагается дискуссия на тему «Эпос Урал-Батыр как основа евразийской цивилизации». Прошу. Меня зовут Юмагулов Амир Расулович. Я к Урал-Батыру имею отношение такое. Мы с Айдаром Хусаиновым в 2004 году издали 70 тысяч тираж «Эпос Урал-Батыр» в изложении для русскоязычного читателя. Вот. И соединили его с очень прогрессивным учением русского народа, концепцией общественной безопасности. Это произвело синергетический эффект, и с тех пор мы, теперь уже мои соратники, довели эту идею до Цицерона Урала, то есть цивилизационный центр развития образования и науки на основе эпоса Урал-Батыр. То есть тех ценностей, которые заложены в этом эпосе. Теперь представьтесь. Я Рашида Гизатуллина, автор вот этой вот книги, посвященной тоже эпосу Урал-Батыр, как доисламские верования башкир. Ну, кроме эпоса, здесь имеются тоже разные подходы к феномену, башкирскому феномену Курай, как это в устном народном творчестве башкир ярко прослеживается доисламские верования башкир, как вот учение йога. И после этих исследований подошел черед взяться за наш Кубайыр, эпос Урал-Батыр, и в своих исследованиях сумела логически, последовательно, на мой взгляд, доказать, что в эпосе нашем зашифровано учение йоги. Меня зовут Булат Муратов. Я буду представлять на этом круглом столе этногеномический и цивилизационный аспект эпоса Урал-Батыр. Куда ты снова? В целом я хотел бы услышать точки зрения 5 авторов, которые здесь сегодня приглашены. Меня зовут Айдар Хусаинов, я поэт, главный редактор газеты «Истоки». И, в принципе, для меня важно что? Важно услышать, значит, как вот есть же известная притча, когда слепые мудрецы собрались и стали осматривать слона. И стали говорить, слон это там бревна, слон это веревка и так далее, и так далее. И вот я надеюсь, что когда мы все, значит, в меру своего незнания что-то скажем, то, может быть, вот какое-то описание, что такое Урал-Батыр, будет более, так сказать, более выпукло представлено. Пожалуйста. Я Замат Хасаншин, кандидат искусствоведения, доцент Уфимского государственного института искусств, композитор, дирижер. Несколько лет назад я заинтересовался эпосом Урал-Батыр. Вот, и в результате этого интереса был задуман такой большой макроцикл в современном искусстве, который бы включал в себя отдельные сцены из Урал-Батыра с моей музыкой, с иллюстрациями наших выдающихся художников по этой теме и с перформансами танцевальными, хореографическими. Это уже был реализован один проект, это проект «Легенда Саушанти», который прошел в Крыму, был показан в Санкт-Петербурге, в Уфе несколько раз. Сейчас будет скоро презентован второй проект по Урал-Батыру, это «Кадган», рок-проект. Значит, первый по картинам Василия Хананова, второй по картинам Рената Минибаева. И сейчас идет работа еще над 3 циклами, над 3 работами художников. Ну, в общем, этот цикл работ вообще на самом деле рассчитан на 20 лет. Я его так. Ну, это будет 12 таких больших вечеров. Вообще, по идее, это Рассчитывайте на 2000 лет вперед. Да. Что... Ну, 20, в общем, да. Хорошо, все представились, оператор у нас Шамиль Мангильдин. Я еще хотел сказать, сейчас у нас такой регламент, по 10 минут доклады, а потом будет дискуссия. Начинайте кто-нибудь из вас. Хорошо. Я еще дополнительно представлюсь, поскольку я работаю над проблемами трансформации цивилизационного масштаба. Я представляю кооператив «Добро за добро». Это Шеймуратова. Это называется минутка рекламы. Нет, я говорю о достижениях. Вот. И именно сельские жители
имея свои системы ценностей, имеют право на то, чтобы наша цивилизация получила трансформацию от цивилизации земледельцов, где земля служит предметом залога и раздувания финансового пузыря, к цивилизации земледельцев, где земледелец берет ответственность за землю, где он живет, перед своими потомками, улучшает ее плодородие, чем добивается плодотворности мысли и плодовитости семьи. Вот. И в рамках этой футурологической картины дана физическая картина мира, даны пути изменения культурного канона. Допустим, физическую картину мира разработал ученый из Москвы Бондаренко Юрий Григорьевич. Подробнее об этом я рассказываю в видео, вы можете найти в Яндексе. Как раз прям так и называется. Смена культурного канона и физической картины мира. Вот. Давайте Система про ценностей. Албатырова. Давайте про Албатырова. Вот, сейчас это все. Дело в том, что Урал-Батыр перекликается с учением о физической картине мира Бондаренко настолько плотно. Просто поскольку контекста нету, вы просто не в курсе содержания. Поверьте мне, я прошу вас поверить, тем более мы сейчас работаем над изданием этой книги в Уфе. То есть Уфа будет центром, где физическая картина мира будет представлена в соответствии с эпосом Урал-Батыр. Кроме того, система ценностей, то есть философские основы новой цивилизации, основанная на эпосе Урал-Батыр, она изложена, как ни странно, в Новосибирске, новосибирским ученым Василием Николаевичем Мамонтов. Я его знаю очень давно, через Дубну. То есть, понимаете, люди, сами того не зная, проявляются в русле той картины будущего мира, которая основана на эпосе об Урале, который башкирский народ сохранил для всего человечества. Вот, исходя из этого, перед нами стоит очень большая работа, и нами предложена организационная форма для концентрации усилий разных ученых и деятелей искусства. Это Цицерон Урал, то есть это евразийский аспект. Цицерон, вы понимаете, это оратор, как говорится, но он расшифровывается так: цивилизационный центр развития образования и науки на основе эпоса Урал-Батыр. Если мы этого добьемся, грант был подан накануне саммита ШОС еще в 2014, по-моему, году. Давайте про Урал-Батыра, потому что вот все это хорошо, а про Урал-Батыр сам эпос. Что-нибудь про сам эпос Урал-Батыр. Потому что, Цицерон хорошо, кооператив хорошо, все замечательно, Бондаренко, все замечательно. Про сам Урал-Батыр, что вы можете сказать про эпос Урал-Батыр? Эпос Урал-Батыр – это, в отличие от того, который сейчас лежит в основе мироздания и жизнеустройства, это эпос евразийский, арийский, жизнеутверждающий и мироустроительный. Вот. И исходя из этого, я сейчас просто параллельно кидаю. Вы же помните, что он отказался от личного бессмертия. Фактически Урал-Батыр представляет алгоритм поведения социально ответственной личности в период экологического кризиса. Там в эпосе описаны 2 потопа и 1 пожар мировой. Помните, да, когда свалился? Вот. И он показывает, как надо вести нормальному человеку в кризисной ситуации. То есть он служит примером для людей всего земного шара. Это первый момент. Второй момент. Он отказывается от личного бессмертия и сбрызгивает землю живой водой сеянчечно, и появляется плодородие почвы. А как раз наш ученый Тарханов Олег Владимирович разработал новую парадигму земледелия. Понимаете, вот такие вот прошивки от эпоса, казалось бы, древнейшего в Евразии, к современности, к прорывным технологиям, они уникальны. И вот как раз мы на основе этого сделали пакет предложений для всего человечества еще в 2009 году в ходе телеконференции коренных народов мира, который так и называется «Заботу Уралу, свободу Иделю». Поэтому я считаю, что одно дело контекст и содержание Урал-Батыра. Кстати, я вот взял на себя смелость и перевел завет Урал-Батыра, могу его повторить, как зачин нашей дискуссии. Быть человеком старайтесь, и благородством чувайтесь, и на земле добро творите, и злу дорогу преградите. То есть не надо бороться с злом, оно показывает. И я очень рад, что вот это, я думаю, Рашида сама расскажет.
поскольку мой кооператив называется «Добро за добро», здесь она привела цитаты как раз Йохшот Туранда. Прям я читал и, как говорится, плавал прямо, как сердце бальзама на душу. Поэтому я очень рад всех вас видеть. Я свое видение будущего изложу. Технологический базис сейчас нет смысла раскрывать. Каждый из вас, очевидно, расскажет, каким образом эпос Урал-Батыр довести до максимального числа, как говорится, земляков и землян. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, прошу, да, Ну, вам слово. Нет, кто-нибудь Да? из вас еще Давайте. хотел? Давай тогда ты, дорогой Жан Владимирович, пожалуйста. Я хотел бы буквально хотел показать бы вот эту вот свою небольшую брошюрку, которая была выпущена к этому проекту, который пошел в ГКЗ Башкортостан 5 апреля 2017 года. Вот, это очень важный проект, который проведен на форуме Таврида. Вот, к сожалению, практически больше экземпляров не осталось, я все раздал. Я бы, если можно бы, зачитал кратко его содержание, потому что это совсем такая непростая вещь. Почему называется легенда о Саушанте? Да? Кто такой Саушант? Саушант – это спаситель. Да? Саушант – это спаситель. Вообще идея спасителя – это очень сложная идея. Это имя собственное или нарицательное, Саушан? Нет, Какого это языка? на иранском Это- языке. А, вот означает еще я- «спаситель». Это древнее, на древнеиранском языке учение, так сказать, на маздеизме или Ахура Мазда учит, что перед концом времен появится, значит, их будет три. Три будут Саушант, три спасителя, которые придут в самый, как бы, такой ответственный, очень самый страшный момент, вот, и выведут человечество, они победят девов, то есть демонов, вот, и выведут человечество из тупика. Вот. Семя Саушанта, да, семя Саушанта до сих пор сохраняется в озере. Озеро, это считается, что это озеро Хамун на границе Ирана и Афганистана. То есть, когда я про это прочитал, я понял, что, в общем-то, здесь уже есть какие-то путевые вещи, которые нужно продвигать. То есть символизм, я хотел бы сейчас буквально немножко рассказать именно об символических аспектах познания мира. Вообще, что такое символ? Да? Что такое символ? В древнегреческом символон означает перебрасывание, перекидывание. Да? То есть это некая связь одного с другим. То есть одно может быть, то есть вот эти предметы, они могут лежать рядом и не быть символами одного и другого. Да? Они могут быть знаками одного и другого, могут быть совершенно разными вещами. Но люди для того, чтобы как-то обустроить свой внешний мир, начинают создавать символьные системы. Да? Символьные системы – это наука, это тоже символьные системы. Религия, брак, воспитание детей, искусство. Все это системы символов, живопись, культура. Вот. Что такое символ? Да? И раньше, конечно, взгляды на Урал-Батыр в советское время, они были, естественно, пропитаны марксизмом, они были, это, в общем-то, даже не марксизм, а в основном это гегелевская философия. Считалось, да, что такое мифы? Да? Но мифы – это вот люди были неразвитые, они были глупые, они были необразованные, не знали систему умножения. Они обожествляли деревья, горы, вот такие были наши предки глупые. Да? Вот это вот такое классическое мнение французского просвещения о мифах. Да? Ну, появилась в конце 18-го, начале 19 века совсем другая альтернативная система, да, которую вот великий философ Фридрих Шеллинг сказал, что, в общем-то, извините, наши предки были нисколько не глупее нас. Они просто по-иному символизировали мир. Мир для них был живым. Это для нас мир мертвый абсолютно. Для них мир был живым, и они выстраивали свой внешний мир по типу внутреннего мира. Да? Вот эта символическая система. Или как вот говорит, вот, там, скажем, неокантианская философия мышления, там, культурология, да, как говорит Кассера, ведь можно к миру относиться совсем по-другому. Можно говорить, что вот мир – это объективная данность, мы ее изучаем. Мы доказываем, что мир такой через эксперимент. Вот эксперимент один раз повторился, второй раз. Если он 2 раза повторился одно и то же, вода закипает при 100 градусах, значит, вода всегда будет закипать при 100 градусах. Мир просто, мир прост и примитивен, вот так вот говорим. Но, с другой стороны, можно это поставить по другому вопросу, да? Можно изучать так называемую реальность, да? А можно пойти со стороны кантовской и поставить вопрос по-другому. То есть он будет звучать так. Через какие механизмы конструируется то, что мы называем реальностью сейчас? Да? То есть, и так, у нас в голове. через какие, да, и в каждое время мы увидим, что, в общем,
в каждое время существует свое мышление. То есть те глубины символизации, та высокая трагедия, так сказать, Урал-Батыр, мы создать сейчас не способны. Потому что для нас мир это, в общем, чуждая материя, холодная, мертвая, так сказать, вот этот мертвый космос Ньютона. Вот. Для нас мир мертв, он, и, во-первых, во-вторых, он молчит, он не отвечает. Да? Он как бы холоден, чужд, и мы отчуждены. То есть люди прошлого были совсем другими. Не будем считать его их глупее нас, это во-первых. И когда я стал разрабатывать именно вот этот проект про Урал-Батыр, если рассматривать Урала действительно как одного из вот этих саусьянов, спасителей, вот эта символизация и большое количество каких-то вот таких вещей, связанных именно с иранским эпосом, оно оказывалось все больше и больше увеличивалось. Ну, во-первых, что связь горы и озера, подземное озеро, это одно из таких вот фундаментальных символических противопоставлений. То есть это вот очень связано с иранским эпосом, то есть это вот, ну, как бы вот это двоичный эпос, это про как бы бинарность мышления, противоречие. То есть опять же два брата, две стихии и так далее. Значит, что такое, значит, кто такой Урал, да, если рассматривать его с точки зрения вот, символической, да, кто такой Урал с точки зрения символической и почему он борется все время с землей, да? Что такое земля? Земля порождает чудовищ. Девы – это порождение земли. Подземный мир, значит, борется с верхним миром через, так сказать, подземный мир не может напрямую соприкоснуться с нижним миром, да, демоническим. Они борются в среднем мире. Средний мир – это вот арена битвы, вот этого непрекращающегося божественного и демонического. То есть земля порождает чудовище, потому что земля сама по себе чудовище. Да? И сложность анализа эпоса состоит в том, что в нем задействованы три матрицы, три символические матрицы. Зороастрийская, иранская, тюркско-монгольская, включая башкирскую, и верхняя – это суфийская матрица. Значит, что такое камень, да, Урал камень? Вот с точки зрения суфизма камень – это, ну, не просто так вот вещество. Камень – это отвердевший свет. Когда свет отвердевает, он становится камнем. Отсюда возникает возникло это учение на основе учения Нур Мухаммад, то есть субстанция света, свет Мухаммада, из которого образовался космос. То есть до космоса, до вечности был пророческий свет, из которого постепенно он стал постепенно сжиматься, он становился все более плотным. И вот он превратился в огромный камень, который стал землей. Да. Точно так же вот Урал, как светоносец, тоже превращается в камень. Да. Он затвердевает буквально. То есть он перестает двигаться, он умирает, и как бы свет превращается, вот еще и было такое понятие бекташ, господин камень. То есть бег, как бы господин, да, и таш, господин камень. Из этого создается космос. В древности для башкир камень был символом истины. Когда выступали в суде, держали камень в руке, что доказывает, что слово настолько же крепкое его, что как камень. Да? Значит, камень ипостась, дух Коркута, как был первый музыкант, да? Вот. И Урал-Батыр это... В Урал-Батыре как бы соприкасаются три века, да, которые вот итальянский выдающийся мыслитель Джамбаттиста Вико, он учил о том, что как бы человечество проходит через 3 века. Это век богов, да, язык образов, метафор. В это время царствует над людьми неограниченная власть отцов, да, это отцы предводители рода. Это вот царство падишаха Катила, да, где отцы приносят жертву лишних своих детей, приносят, то есть у людей нет своей воли, ими командуют отцы народа, да, и именно поэтому вот приносят жертву людей, поклоняясь ворону, да. Кто такой ворон? Это демиург, это тот, кто птица смерти нижнего мира, да, то есть вот человек, это птица, посвященная земле, птица земли, поэтому их, так сказать, топят. Век героев. Когда Урал попадает в царство падишаха Катила, он меняет вот этот вот век богов. Век, понятно, не 100 лет, да, а эпоха богов. Меняет на эпоху героев. То есть Урал-Батыр как герой, он противостоит власти отцов. Да? Он чужеземец, он дикарь. Кто он такой? Он дикарь.
Он пришел из какой-то охотничьей орды, совершенно, который странствовал там по лесам. Он приходит куда? Он приходит уже в очень развитое общество, где есть падишах, где есть люди, где есть армия, где есть иерархия. То есть он просто дикарь, который приходит в цивилизацию, да? Но вместо того, чтобы подчиниться цивилизации, он бросает ей вызов. Вот это вот вызов. Герои бросают вызов власти отцов. Вот. И побеждает ее. И последним, после смерти Урала, возникает последний век людей. Да? Вот это демократическое общество. Поэтому Урал – это последний герой. Уже сыновья не могут совершать подвиги. То есть они, конечно, воюют с отцом, но их смысл уже заканчивается. То есть символическое венец героизма, венец героев, как говорит Шеллинг, да, что главное в чем достигает, я уже сейчас заканчиваю, главное в чем герой утверждается, в том, что он брачуется с божеством. Да? Урал, происходит бракосочетание, Дионис, древнегреческий, женится на Коре. Вот, то есть это венец вот этой мистерии. Какими были, я уже заканчиваю, просто хочу сказать, каким был вообще оригинал Урал-Батыра. Мы его не знаем. То, что мы знаем сейчас записано Мухаммедшой Буланголовым, это, конечно, очень, с моей точки зрения, это поэма очень высокого литературного уровня, очень высокого. Написано, в общем, действительно очень сложным, высоко литературным языком. В те времена, когда создавался этот Кубаир, люди просто не владели такого уровня знаниями, литературой и так далее. Его прототип, к сожалению, исчез. Он в разных, безусловно, к сожалению, после очень тяжелых событий, это Первая мировая война, гражданская война, страшный голод 21 года, носители, вот исконные носители самого эпоса Урал-Батыра, в основном они погибли, они смогли передать как бы свой вот такой высоко поэтичный вариант, в котором глубинная, вот эта архаичная символика, она спрятана. Да? Нужно учиться ее находить. Урал-Батыр, я уверен, что он совершенно не отличается от мистерий древности, такими, какими были древнегреческие мистерии, римские мистерии, иранские мистерии, суфийские мистерии. То есть для чего служили вот эти мистерии? Для того, чтобы молодежи, именно молодым мужчинам показать их путь. Да? То есть точно так же, как в примитивных обществах вместе со жрецами отправляли в леса, где молодые мальчики учились жить, они погибали многие от этих, от заражения крови, нападения зверей. Но тот, кто возвращался, уже становился полноценными членами племени, они уже могли жить уже в мужском доме. Они от матерей уже все отрывались. И это Урал-Батыр был такой же мистерий, когда некое тайное знание, которое мальчикам передавалось их предназначение, рассказывалось об их великом предке, на что он пошел, их учили быть такими же, им давали вот эту символику жизни, им учили о том, что вот как Урал, так сказать, был хранителем вот этой земли, и они должны быть такими же хранителями, что им давали вот эту модель, да, модель поведения, мужского модель поведения. Урал-Батыр, конечно, полностью весь пелся, полностью, я думаю, что, наверное, еще и плясался весь. Да? То есть это был танец-пляска, полностью. Видим, к сожалению, от него ничего не осталось. Да? Точно так же, как пляшутся африканские танцы, то есть полностью так же, как пляшутся танцы севера. То есть, представляете себе, это был огромный, который исполнялся, я думаю, может быть, больше суток, огромный танец, вот это доязыковой жестовый танец-пляска. Как пишет Ольга Фрейденберг, это жрец-царь показывал движениями, озвучивал криком, выплясывал повествование о битвах, страданиях, смерти и воскресении героя-первопредка. Да, это вот Урал-Батыр, это вот первопредок, который так сказать, пострадал, воскрес и и, так сказать, вот он зримо существует, весь как Урал. То есть, более того, он ведь боролся с землей, да, с землей, он ведь так, в общем-то, в землю и не лег, да, то есть он не похоронен, он в землю не ушел, он возвышается над землей, это победа света, то есть свет отвердел, и вот он на земле находится. Вот это, кстати, я хочу сказать, что по поводу, вот если вот в такой точке зрения мысли, то, конечно, нужно еще очень много рефлексировать, изучать символику. Ну, например, что касается суфийской символики, например, вот эта вещь о священном роднике, это чисто иранская идея. Есть священная вода, это вот французский писатель, по-моему, Массиньон,
Ну, мне, если это интересно, я найду. Он очень активно анализирует вот это вот впечатление о родник бессмертия священное. Это персидская идея, я думаю, она попала вот сюда, все-таки в средние века с теми ребятами-башкирами, которые учились, видимо, в медресе Самарканда, Бухары. Это не, такая вот это священный родник, это мусульманская идея, персидская идея, да, то есть она, это не тюркская, у турков нет такого символа. То есть смешение вот этих трех матриц разного времени создает очень большую сложность для анализа символики Ура-Батыр, но одновременно она очень сильно усиливает само впечатление об эпосе как художественном произведении. Спасибо. Здорово. Хочется Здорово. сделать. А? Хочется- Нет, давайте, давайте вам слово, пожалуйста. Я как раз включаю. Так, как я пришла к учению йоги, все равно это жизни с моей практикой было связано, когда у меня здоровье было на таком уровне, что уже обращаться к врачам невозможно было. Сначала я занималась практикой закаливания по системе Иванова 7 лет. А потом вот это вот мои духовные поиски начались с этого. Перешла постепенно к занятиям по йоге. И здоровье мое сразу улучшилось. И как преподаватель, как учитель начальных классов, который всегда на пальцах объясняет что-то вот детям, я для себя задумалась, почему эта система называется йога. И почему на башкирском языке есть аналогичное это слово йога. Но обратилась к словарям. Вот 3 значения слова йога на башкирском языке. Йога. Когда вот это физические первые значения, когда к руке, к телу что-то прилипает. Вот, например, грязь, там, краска, мел. Учительница всегда руки мелу. Второе значение, мы говорим ауру йога, это ментальные заражения вот чем-то, вот болезнью. Мы их не видим, но они прилипают же. Это ментальное значение. И третье значение есть анга йога, усвоение умом, сознанием. Вот это последнее. На душу легло как бы. Да, это вот последнее значение как раз и совпадает с задачей йоги. Это астральное соединение нашего сознания с абсолютным сознанием, с космосом, Богом, как мы хотим, так и. Это то есть путь эволюции. Но далее, кто вот знает, что такое йога, его учение, там у него есть, допустим, свои термины, свои принципы, законы. Второе слово, которое вот привлекло мое внимание, это карма. Опять тут же есть на башкирском языке такие же слова: кармак, удочка, или кармау, хватать, захватывать. Быть объятым со всех сторон так, что невозможно вырваться. Вот это как раз опять имеет значение, что и карма, закон кармы, получение воздаяния за неблагой поступок по причине неведения, невежества или гнева, и невозможность соскочить с ловушки. То есть, что посеял, то пожнешь. Далее эти вот термины, йоговские термины, которые обозначают название чакр, тоже очень привлекли мое внимание. Начиная с Муладары, Свадистан, Манипура, Махатви, Шудда, Аджня и Сахасрара, они все имеют параллельно, вот прямо имеются эти слова на башкирском языке. Я их здесь вот все в книге все подробно объясняю, чтобы долго не задерживать, далее идут. Также в терминах йоги, а также вот учение, которое возникло на основе йоги, первоначальный буддизм, там имеется понятие сансара, колесо жизни, калачакра. На башкирском языке имеется пословица «Донья хуласа, эйленеля бербата». То есть постоянно вот эта вот жизнь, она идет в таком порядке, в таком движении.
И если разобрать слово сансара морфологически, то опять имеется аналогия на башкирском языке. Первая часть сан, сын, это истина. Сар – это точильное колесо. Сарло – точить, полировать, очищать. То есть через вот эти вот законы кармы наши души перерождаются, и мы постепенно переходим через очищение в это высокий мир. Так, ну это как коротко суть. Далее законы йоги, принципы йоги. Я их разложила по полочкам и прошла по всем пословицам, башкирским пословицам, и разложила их вот по таким же полочкам, что соответствует законам йоги. Все есть непостоянство, все есть иллюзия, то есть жизнь есть иллюзия. Далее третье, святая абсолютная истина страданий, то есть все есть страдание. Четвертый принцип, подобный притягивается подобным. И пятый, что посеял, то пожнешь, то есть закон кармы. И так далее. И как я перешла к изучению эпоса Урал-Батыр, до этого обратила внимание, надо было, вот так как я работала в школе, нужно было детям объяснять постоянно, что с ними происходит. Вот особенно в таком вот периоде, который называется у них переходной возраст, что с ними происходит. Я по себе вот судила, каково были мои страдания, когда я не понимала себя и взрослые меня не понимали. И мне нужно было объяснять детям, что происходит с их энергией, сознанием. И нужно было мне для этого иметь какое-то вот наглядное пособие. И вдруг у меня всегда курай на подоконнике в классе, так как я пробовала детям, урок даю и научилась на курае все-таки играть, чтобы детей привлекать к этому искусству. И вдруг у меня вот мое зрение упало на курай, что-то вот мне там подсказало, что можно объяснять вот на этом примере. Наш этот инструмент курай, это и есть модель нашего позвоночника. Такой же полый, тонкий, прямой. И с датчиками. Да. Сосчитала, сколько там отверстий. 7 штук, которые снизу и спереди. Они соответствуют количеству чакр. Затем, вот так как я уже овладела приемом, я знала, что происходит с дыханием, который попадает в эту трубочку. Когда нужно было извлекать самый низкий звук, нужно было закрыть все 5 отверстий. Когда нужно было второй, открываешь вот это вот первое отверстие, а нижний мы же не закрываем. Третий, когда звук добываем, извлекаем, открываем все 3 отверстия снизу, а звук выходит только с третьей. Это абсолютно совпадает с принципами йоги. Чуть-чуть объясню. Вот когда сознание человека находится на муладхаре, на первой чакре, это происходит до полового созревания. Это отвечает чакра за физический рост, за физическое здоровье. А что происходит, когда человек подошел к этому возрасту? Когда его сознание поднимается до свадистана, где накоплена сексуальная энергия. Что ребенку делать, который не понимает в этом ничего? Вот его, как бы нам ни запрещали, я по своему опыту говорю, да, это все равно притягивает нас противоположный пол. Это заложено. А какой выход? Здесь 2 выхода. Или сброс нашей энергии через нижнюю чакру, или какой-то выход должен быть, или направить нашу энергию, сознание на следующую, более высокую чакру. Да, сублимация энергии. И вот это вот на инструменте курай я в классах 7, 8, 9 так объясняла это, что с ними происходит. Да? Выход есть.
Если мы остановимся на Сватхистане, мы будем входить в это 99,9% людей. Будем остановлены, не будет сублимации, не будет эволюции. Выход какой? Поднять следующее, это наше сознание Дхармаладхара, который отвечает за знания, за науку и так далее, и так далее. Вот так вот абсолютно, я думаю, случайно, но потом думаю, ну это же на самом деле, раз так, значит, не случайно Курай был дан нашему народу. И по этнониму, если проверять, опять разложить этноним башкур по частям, там тоже есть вот это вот корень, кур. А кур, потом дальше пошло у меня энергия. Вот, например, копчик на греческом языке сакрум, а на башкирском языке кургияви, энергия, где накоплена энергия. Далее, совсем подробно здесь не буду останавливаться, времени не хватит. Как вот все это было переложено на эпос? Ну, сначала надо будет все равно, это, я думаю, останавливаться на названии жанра. Жанр кубаир, да? Кубаир, что такое кубаир? Опять нужно было разложить по частям это слово. Хоба и ер. Ер это понятно. Это воспевание, гимн и так далее, да? А что означает хоба? Ну, опять взяла толковые словари. Концепция общественной безопасности. Да. Я так не понял. Все объясняется. Почему это есть вот, в эпосе Урал-Батыр есть такие слова, когда отец назидал своим сыновьям, да, если жажда охватит вас, можете воды ключевой испить, но кровь, что в раковине налита, пусть не коснется вашего рта. 10 минут прошло. Да. Хоба, перевод дайте, А? хоба. Хоба. Хоба это, ладно. Хоба, муж есть. Хоба. Бавер. Да, это очень много, но слишком много, целую лекцию мне надо читать на эту тему. Одно значение. Хоба, когда все закрыто, все корни надо это параллельно проверять. Что-то закрытые, запретные. Тайное, сакральное. Тайны, да, сакральные. Вот жемчуг закрыт же в раковину. Почему здесь вот о раковине говорится? Раковина тоже на башкирском языке, как называется? Хабарса. И второе значение, когда подойдет время, второе значение кубаир, да, вывести вот что-то, вот это вот сокровенное, что было спрятано, как жемчуг когда-то. Откровение. Да, будет добыто из этой скорлупы, да? Точно так же вот это вот учение, которое до поры до времени было, находилось как в капсула, да? Вот это учение выведет человечество, народ из состояния вот захваченности мирскими желаниями, отвлечь от мирской суеты, от бездуховности, усталости и равнодушия. Кур, вот, то есть коб, кабарлау, привести в движение. И самое главное, в этом копа на санскрите имеет то же самое значение. Привести в движение, разгневать, привести в движение, вывести из такого состояния. Ну, мне нужно сутками говорить. Хорошо, я помню, я Да. только единственный, кто эту книжку прочитал. Да. Я специально засел на 2 дня. Я, к сожалению, это очень плотная книга с незнакомыми башкирскими словами. Дайте я посмотрю. Да. Я такую проблему испытал, когда читал Хатер-Хитаб Ихаталая, там тоже про Урал-Батыр, гораздо раньше. Вот. Но я организовал перевод на русский язык, я надеюсь, вот мне Рашида сказала, что сын переводит уже. Да. Да. Так что русскоязычный читатель, как Айдар Хусейнов Урал-Батыр, ознакомится с этим делом. Самое главное, она методом аналогии символов, продолжает твою речь, вот символ и симфония, они рифмуются же, да? То есть это гармонизация разноплановых явлений. Симфония Да. это фактически согласие. Правильно. Согласие. Да. А
диалектика – это разногласие. Так вот, она сумела, Рашида в своей книге сумела соединить древний эпос с Кораном, причем с конкретными С аятами, Библией. да, то есть с другими священными писаниями. И вывела эпос Урал-Батыр, сохраненный башкирским народом, на уровень священного писания. Только это именно природохранители, понимаете? Не... Здесь еще основную идею надо все-таки подчеркнуть. Основная идея Кубайра – это как о круговороте бытия, о его основных законах. Вот само название, да, Урал. Урал – это Уралу – это оборот. вращение, круговорот. Вот не зря же я вначале говорила о сансаре. Да. Я хотел просто, прошу прощения, тоже, как Мансур, значит, тоже хочу дополнить, что действительно, вот я впервые слушаю книгу, это не читал, очень многие вещи действительно сразу кажутся действительно правдоподобными. Во-первых, ну это вот эта нижняя матрица арийская, которая должна была свою лексику сохранить, конечно, и в санскрите, и в башкирском, она должна была сохранить. Потому что санскрит это ведь не, ну это не разговорный язык, это искусственный, религиозный язык, да, который зафиксировался когда-то очень давно, там 25 веков назад, и он передавался от брахманов, так сказать, своим детям. И башкирский, особенно зауральский, ведь долго зауральские башкиры, они были оторваны от основных событий в мире, то есть мимо них прошло и просвещение, и войны мировые. Все это вот такой, в общем-то, неурбанизированный регион, реликтовый, да, который, в общем, сохранил много лексики общей. Это первое, что вот действительно похоже. И второе, то, что действительно, вот Урал-Батыр, вот, мне кажется, знаете, что вот то, что мы собрались, очень многие люди знают, что есть такое Урал-Батыр, большинство людей знают, но не чувствуют интереса к этому. Это правильно, так и на самом деле должно быть. Потому что Урал-Батыр – это закрытое сказание. Я еще раз просто говорю, что настаиваю на том, что Урал-Батыр – это то, чему учили мальчиков при переходе во взрослую жизнь. Им показывали, как бы моделировали будущее, что если ты будешь такой, если ты будешь бороться за жизнь, ты женишься на богине, как Урал женится на богине, и получишь вечную жизнь у себя, да, то есть ты не ляжешь в землю, а ты вот скажешься. Ну, я можно это сокровенное сказание не для всех, это закрытое. Да, ну вот Рашида взяла на себя труд провести параллели с священными писаниями и свою книгу заканчивает обращением к башкирскому народу. И это очень, я считаю, ценно, поскольку именно женское начало, женщина должна называть героем. Понимаете, да? И ценность этой книжки, она несравненна, потому что я говорю про женщин, мы говорим про евразийскую интеграцию, и эпос Урал-Батыр как метод, основу этой интеграции. Урал соединяет Европу и Азию, если брать горную систему, да? И в Сирии. Является позвоночником как раз. Аматерасу, дочь солнца, да? Японская богиня. Да, так же как Хумай, до Фатимского чуда Небесная Дева. Португалия. Да, Португалия. Вот она тоже, так видите, и как раз есть. Давайте мы все-таки свою Да? часть доделаем, Конечно, потому конечно. что вот Теперь- я должен сказать Да. свою неправильную точку зрения, а потом, значит, Булат нас всех расставит Ну, вы уже оппонировали друг другу. значит, и скажет, что вы все неправы. Я так Значит, скажу. значит, нет, я так, Да, ты так подумаешь. Вы прочитайте, что вы на Ты так подумаешь, поэтому я это дело. включаю 10 минут, с вашего позволения. Ну, уважаемые коллеги, значит, я вас слушаю, все это прекрасно, замечательно, и, как всегда, я люблю говорить, я со всеми с вами согласен. Вот. Со своей точки зрения, как сказать, я бы хотел, ну, как вот мы осматриваем слона, значит, когда я переводил это с Урал-Батыр, переводил его достаточно долго, а потом, значит, неоднократно возвращался и делал, я много об этом размышлял. Что это такое? Вот просто это с Урал-Батыр. И, в принципе, для читателя, для любого читателя, который, ну, в смысле, для зрителя, который никогда не слышал про Урал-Батыра, то, допустим, он может для себя составить представление об этом эпосе, если он просто возьмет какую-нибудь любую сказку, или даже больше, или даже еще меньше или больше, он возьмет какое-нибудь выражение, допустим, ну, типа там, без труда и не выловишь рыбку из пруда, например, да, то есть вот, значит, там, допустим, мать или отец говорят сыну, без труда не выловишь рыбку из пруда. Что это означает? Ну, это означает, что, ну, или ты будешь работать, и ты что-то получишь. Вот, соответственно, в нем заложен еще один смысл, да, что если не будешь работать, то ничего не получишь. И вот ребенок выбирает для себя, значит, судьбу. Да, так ведь?
Ну, стереотип поведения. Да, ну и стереотипы. Привычка Ну, создает вообще, характер, характер создает да, судьбу. да, ну, Я и вот я просто подумал о том, а действительно ли это так? А вот давайте посмотрим. Если мы увидим, если мы обратим внимание на историю башкирского народа, мы увидим одну интересную вещь. Башкиры все время воюют. Вот. Ну, то есть мы берем эту Урал-Батыр, что, о чем там написано? Значит, Урал-Батыр постоянно что делает? Воюет. Вот. То есть, видите, и, соответственно, пришла, так сказать, вот, как вам пришло наитие, так и мне, наверное, пришло наитие, что не является ли эпос Урал-Батыр, значит, просто-напросто инструкцией. И, значит, человеку рассказывается, как надо жить просто, правильно? Вот и все. И вот вы правы, поэтому я с вами согласен абсолютно. Да. Вот. Но не абсолютно. Дело в том, что, значит, представим себе, что, значит, какая-то мать, она берет и создает Урал-Батыра. Вот она ему рассказывает это, он читает, она его воспитывает, да, то есть мать воспитывает, или отец, ну, семья воспитывает человека. Урал-Батыр как личность. Я имею в виду Ну, просто, вот Шамиль на нас смотрит, мы, значит, его родители воспитали его, да, он стал Урал-Батыром, да, и я стал смотреть, существуют ли такие люди в жизни. Да, действительно, я знал лично такого человека, например, это Дим Мананов или Дим Кулахметов, это замечательный наш певец, он жил именно абсолютно так, как Урал-Батыр. Я даже, так сказать, придумал такой афоризм, что уфимец должен жить как Урал-Батыр, всего себя без остатка отдать людям, а потом тихо умереть, чтобы не мозолить людям глаза своими заслугами. Вот. И, значит, что получается в конечном итоге из того, о чем я говорю? Дело в том, что если Урал-Батыр это инструкция, то такие инструкции должны были быть и у других народов. Инструкции по воспитыванию людей. Да. И я посмотрел, и что вы думаете, я обнаружил. Это, как ни странно, Геракл. Значит, обратите внимание, да, когда родился Урал-Батыр, он, значит, произвел неизгладимое впечатление там, на некоторых змей, потому что он закричал, и некоторые змеи упали, да? Когда родился Геракл, он задушил змею. Дальше, значит, их и Геракла, и Урал-Батыра воспитывали, об этом написано, да. Его одного воспитывал Херон, а другого, значит, отец воспитывал, и прямо назидал ему, говорил, туда не ходи, с ним башка попадет, сюда ходи, и так далее. Ну, говорящий конь Акбузат и... Нет, это в конце. Это, да. В конце. Ну, да. В конце, это второе. Дальше. Кроме того, значит, Урал-Батыр и Геракл совершали подвиги не для себя. Не для себя, потому что в одном случае его посылал отец, в другом случае там, значит, его брат, его царь и так далее. Царь. Нет, и так далее. Значит, и, кроме того, как ни странно, оба они были отравлены. И оба были сожжены на костре. Вот. И вот, кстати говоря, вот то, что вы говорите о том, что, значит, каким образом я выяснил, что Урал-Батыр был сожжен на костре, очень просто. После него осталось золото, то есть золото. Да? Что такое золото? Ну, это зола, то есть его сожгли на костре. И вот, кстати говоря, из этого вытекает очень интересный момент. Значит, дело в том, что поскольку Урал-Батыр и Геракл это были, так сказать, в конечном итоге они превратились в богов, то есть в священную пищу, то, соответственно, значит, священную пищу вкушали боги, вот. Но какую-то часть, значит, полагалась людям, это были пальцы. И, соответственно, из этого получился то, что называется чак-чак. Очень просто. Все. Вот. Поэтому я хочу сказать, что мы видим, что перед нами просто-напросто технология создания героя.
Вот. И вот, кстати говоря, я читал воспоминания Мухаммеджи Бурангулова, как он записывал этот эпос. И именно там было именно так, что кураист, он изображал представление. Это было несколько дней. Он пел, плясал, прыгал, изображал всех этих героев, играл. И там есть трогательный момент, когда он уставал, он ложился и спал. Поспит полчасика, встанет и дальше продолжает. А народ тихо сидел и ждал, что будет дальше. То есть это синкретическая, это была синкретическая вещь, это во-первых. А во-вторых, когда мы говорим о том, что, вот, допустим, мы не знаем, каким был Урал-Батыр когда-то, я понимаю, каким он был на самом деле. То есть сначала он был, допустим, как писатель я могу это сказать. Сначала это была без труда не выловившая рыбку из пруда, потом, чуть-чуть побольше истории, чуть-чуть побольше. И вот так она развивалась, и вот таким образом получился большой эпос Урал-Батыр. И вот, я понимаю, что как бы уже 10 минут моих заканчивается, но тем не менее, вот какую-то вещь я хочу сказать. Дело в том, что когда мы говорим о том, что вот это иранское, вот это уграфинское, вот это то-то, вот это то-то, то мы, как сказать, я понимаю, вот мы сидим вот здесь, и здесь, видео, в смысле, компьютер сделан в Китае, холодильник сделан, я не знаю, в Бурятии, в Корее, Бурятии там и так далее, и только мы сделаны здесь, вот. Но с Урал-Батыром это не так. Дело в том, что все, что там происходит, это составляло одно большое поле, одно большое смысловое поле. И просто потому, что какая-то часть потом ушла в Иран, это не значит, что это иранцы придумали, потом принесли сюда и, там поделились, сказали, вот возьмите. Это не так. Дело в том, что это все от праязыка, от прародителей, это все было. И вот, кстати, заканчивая, я хочу сказать одну вещь. Вот смотрите, вы знаете, что существует такое имя Гелена, да? Гелена. Или или, допустим, Гамлет, или, соответственно. Вот. Но звук Г очень часто не произносится. То есть не Гелена, а Елена, да? Так ведь? Так вот, смотрите, если мы в слове Геракл есть 2 раза Г. Если мы оба Г уберем, получится Урал. То есть я хочу сказать, что это одна общая технология, которая была вот на этом пространстве, которая позволяла, создавать героев. И я хочу вам сказать, что, это уже, это уже забегая вперед, это уж, вот как говорит Анвар Мансурович, прошу мне поверить, но в битве змей и птиц, участвовали и Геракл, и Урал-Батыр, и хочу вам сказать, что и именно они, были созданы вот для этого. Вот. И хочу сказать вам одну интересную вещь, что я уже забыл, ладно. Это я, может быть, скажу попозже. Можно я тебе задам вопрос? Да, конечно. Вот смотри, первый, кто про Урал-Батыр начал говорить в 1982 году, это Хатабай Султан, за что был объявлен, как говорится, еретиком и носителем вредной идеологии, а все его труды обозвали бредом, мы знаем кто. Вот. А Ахматовай Сулейманов, вот накануне своей смерти мы с ним долго-долго разговаривали, я уехал за рубеж, потом приезжаю, его уже нету, он сделал Урал, то есть он соединил. Вот и Хатабай к этому относится крайне отрицательно, а я считаю, что это своего рода такая сквозная идея, как раз жития героев. Вот как ты к этому относишься? Я хочу сказать одну вещь, да? Вот если я заявляю о том, что Урал-Батыр это инструкция, по которой созданы люди, то эту инструкцию надо читать и изучать. Это означает, что вот, допустим, скажем, приведу простой пример. Вот человек, я даже вам приведу пример по человеку, который, казалось бы, не имеет к этому отношения.
это Сергей Довлатов. Как жил Сергей Довлатов? Сергей Довлатов, ну, он родился в Уфе, так? И вот смотрите, Сергей Довлатов... Твоя фраза не подходит. Да, он уфимец. Так вот, Сергей Довлатов, значит, родился в Уфе, он не башкир, естественно, он даже не татарин, значит, он там, у него мать армянка, а отец еврей. Да. И вот представьте себе, значит, давайте посмотрим, как жил Урал-Батыр. Ну, что делал Урал-Батыр? Урал-Батыр смело шел в бой, побеждал, так ведь? А потом что он делал? Об этом говорится в описи. Он отдыхал. То есть так же поступал Геракл. Богатырский сон там, и так далее, и так далее. Что делал, как жил Сергей Довлатов? Он, значит, изо всех сил старался угодить советской власти. Он писал идиотские, отвратительные произведения. Он держал себя в рамках, он ходил каждый день в костюмчике, он не пил, он, значит, это. А потом, что происходило, как вы думаете? Он срывался. Вот, правильно, правильно. Он говорил правду, его выгоняли с работы, и он уходил в запой. Вот, то есть, смотрите, значит, ведь существуют на свете люди, которые могут всю жизнь, значит, угождать начальству, и с ними ничего не случается. Вот. То есть, почему Сергей Довлатов не мог этого делать? Потому что он родился здесь, потому что вот этот вот, он, естественно, он Урал-Батыра не читал. Естественно. Вот, да, это гений места. Это очень странно, но это гений места, вот это воздействовало на этого человека таким образом, да. То есть, он, вот представьте себе, как поступает воин. Воину говорят, ну-ка, оденься, он воин, он полковник, допустим, ему говорят, значит, давай будешь притворяться и говорить, вы хороший, вы большой начальник, там, мы вас любим, там, и так далее. Он говорит, но в какой-то момент, что он воин, он же не может, он не выдерживает. И он даже во вред себе посылает всех подальше и так далее, и так далее. Ну, посмотрите, то есть это работает, это работающая система. Вот, Урал-Батыр. Поэтому Урал-Батыр нам нужно читать, нужно этим заниматься. И то, что сделал Ахмед Агай Сулейманов, к нему можно, как это любят говорить, по-разному относиться, но это его вариант. Я у него спросил, скажите, пожалуйста, Ахмед Агай, вы откуда взяли вот эти вот тексты, которые вы ставили, лакуны? Да. Он пустоты заполнил. Он говорит, я это придумал. То есть он это не отрицает. Да. Это его точка зрения. И она имеет право на существование. Это тоже творчество. Да, вместе с тем я хочу сказать, что если мы вот этот весь Урал, вот этот большой Урал-Батыр возьмем и посмотрим, и от начала до конца почитаем, мы увидим, что это вот обыкновенная игра престолов, по которой можно снимать фильм. Вот. Это уже выход на капитализацию. Ну это не важно. Это прекрасный, просто прекрасная вот эта вещь. Поэтому я заканчиваю, потому что я, по-моему, немножко лишнего. Перебрал немножко, но я хочу сказать, что, значит, если человек хочет понять, какие у него внутренние мотивы для того, чтобы жить, то эпос Урал-Батыра надо читать. Обязательно. Вот. Изучать. Спасибо. Это наш Коран. Да, конечно. Пожалуйста, Булат, сейчас секунду, ты как раз можешь сказать, что с точки зрения ГПЛ-групп мы все дураки и ничего не понимаем. Пожалуйста. Всегда надо говорить только за себя, за других людей нельзя говорить. Поэтому... Давайте Булату как организатору еще 5 минут добавим. Нет, дело не в этом. Пожалуйста. Дело в том, что я просто занимаюсь этногеномикой, историей, то есть на основе генетических данных пытаюсь реконструировать историю прошлого и использую для этого в качестве лагун пустот именно эпос, мифологию древнюю, поскольку она отражала в древние времена и научные, и религиозные знания. Уходить далеко не буду, поэтому сразу перейду к делу. Дело в том, что эпос Урал-Батыр, он очень историчный. На самом деле там идет описание взаимодействия древних прототюрков, ариев и хуритов Митании. И не случайно все вот эти имена, которые встречаются в эпосе, они находят исторические прототипы в истории прошлого. Ну, приведу факты. Дело в том, что
Сразу хочу возразить Азамату Хасаншину. Сюжет с живым родником – это не иранский сюжет, это шумерский сюжет. Этим, если вы посмотрите эпос про Гильгамеша, он ищет живой родник. То есть это еще не было иранцев на этой территории, но уже этот сюжет Ну, существовал. территориальный Иран, в общем, я имею в виду. Элам, да. Элам. Ну, да. Можно я задам вопрос сразу? Извини, Да. пожалуйста. Это означает, что шумеры, черт знает откуда, пришли к башкирам и сказали: вот башкиры, вот возьмите себе этот сюжет, что ли? Ну, Можно это же я глупо. сейчас Это же глупо. закончу? Дело в том, что эпос Урал-Батыр, он отражает исторические эпохи определенные, которые происходили на самом деле, и жрецы это фиксировали и передавали уже как учение героев, учение там о жизни и так далее. Просто приведу факты. Я не люблю заниматься реконструкцией без фактов. Значит, то есть сразу вернусь к моменту. Эпос Урал, вообще эпос Урал об Урале возник около 4000 лет назад, во время взаимодействия древних арийских племен, хуритских племен и остатков от шумеров древних. В том числе он связан с древними прототюрками. Кто такой Урал? Урал – это древний шумерский царь, Урнаму. Его брата как звали? Шульга. Это и есть Шульган, да? Как его звали друга этого Шульги? Его звали Зарикум. То есть по эпосу он называется Заркум. Как называется Млечный Путь у шумеров? Кахкаха. Это дракон Кахкаха. Как называется там дракон? Все имена идут с древнешумерского. То есть это не просто так. Теперь же откуда эти имена взялись на Урале? Дело в том, что вы прекрасно знаете, что был такой народ хуриты, вот их прямой потомок, гаплогруппа J2. Они потерпели очень крупное поражение около озера Урмия, около 4000 лет тому назад, и вынуждены были спасаться. Они ушли на север, часть хуритов, на территорию Аральского моря. Там позднее возникло государство Хорезм. В государстве неизвестны у них было свое государство, известно под названием Митани. Ну и их самоназвание было Муйтены. Здесь они столкнулись на Аральском море с прототюрками, прототюркские племена, и с запада шли арийские племена. И дело в том, что вот этот эпос Урал-Батыр, он передает все три пласта: и тюркский, и хуритский, и индоиранский, даже прототюркский. То есть эпос передается тюркским языком. Потомки указаны арийские, имена идут хуритские, сюжет вообще шумерский. То есть вот если вы почитаете эпос о Гильгамеше, это 4 таблички эпоса о Гильгамеше полностью повторяются в эпосе Урал-Батыр. Это просто, я сейчас секунду. Да. Теперь же возьмем, что касается хронологии. Дело в том, что вот Айдар Кусаинов правильно сказал, действительно, это эпос евразийский, ну вы тоже это сказали, но он правильно провел аналогию, что это тот же самый эпос о Геракле. Это действительно так. Дело в том, что я просто его хочу поддержать с точки зрения истории. Эпос о Геракле, он перекликается с эпосом о Таргитае, скифском эпосе, и русским эпосом о Тархе. То есть, когда вот, ты говоришь, что Урал – это он же Геракл, так оно и есть. Только этот же герой известен у скифов по имени Таргитай, а у русских по имени Тарх. Далее, у Геракла также три сына, что есть и у Таргитая, что есть и у Урала, и что есть у Тарха. Все то же самое. И там много совпадений, на самом деле. Я сейчас не буду в это углубляться, тем более уже профессиональная работа по этой теме проведена. Что я хочу отметить? Вот здесь интересно, вот на этой встрече присутствуют практически все линии, которые когда-то, предки которых составили сюжетную линию этого эпоса. Вот есть представитель гаплогруппы Родина из осийского рода, то есть это как раз те самые жрецы, которые передавали. Есть представитель гаплогруппы J2, это вот самые эти хуриты. Есть представитель, я так полагаю, гаплогруппы Радим-Б, потому что он из ганинского рода, а ганинцы это гаплогруппа Радим-Б. И понимаете, то есть все вот эти... Я полностью согласен с тем, что это евразийский эпос, что это древнее священное учение этой территории, и что он был намного шире, это эпос. Просто Урал-Батыр – это башкирская версия этого эпоса. Да, и привязки. Геракл – это
версия греческая. Тарх это версия славянская, Таргитай скифская. Это все версии. Вы договорите, я потом что-то скажу. Нет, Я просто хотел сказать, что на самом деле вы меня не опровергаете. Я говорю о том, что мы все я друг друга дополняем. ведь говорил о прототипе. Да. Да, о прототипе. Мухаммед-Шах Бурангулов записал очень высоко, Да. качественным литературным башкирским языком. Такого языка не было еще даже в 18 веке. Нет, это понятно, что он подал Что свою он, литературную да, обработку. да, Не но спорю с все этим. равно прототип, и я недаром говорю о том, что Урал это, так сказать, миф о солнечном боге, который, так сказать, Да. артикулировался в различных Совершенно. локальных и этнолокальных совершенно по-разному. Все равно это соединение вот основных, вот, я ведь говорил о символах. Вот то, что вы говорите, что вот действительно был, у нас, знаете, получается, вот вы ученый, да, я философ. Ученые с философом, они не могут соединиться. Нет, не могут. Это нет. Возможно, я не знал о том, что... философия. И они друг друга дополняют. Дело в том, что вы говорите о том, что вот был Шульга, да? Да. Вот. Может быть. Я этого не отрицаю. Но с Можно другой я стороны... закончу? Да, Еще будет дискуссия. Нет, я вот сейчас расскажу, пока был это Шульга. Хорошо. Но это не отрицает от того, вот что такое Шульген, да? Что такое Шульген? Это может быть и имя собственное, да? Но в русском языке, в славянском, да, есть слово Шульга, да? Что такое Шульга? Это просто левый. Шульга или Шуйца. Шуйца. Это не славянское слово. Шульга – это река, которая течет как бы в другом направлении. Шульга это противник фактически, да? То есть то же самое с иудейского сатана это есть противник. Это Шульга – это левый, это неправильный, да? Вот. Это не отрицает того, что был когда-то царь Шульга. Но может быть он был. Понимаете, это научное знание и философское, и символическое. Они не отрицают друг Ну, это друга. была догадка еще слова Догонярова. Дело в том, что, смотрите, насчет Шульги. Дело в том, что у русских, у славян такие же генетические линии есть, как и у башкир, эродинага плодородия. Поэтому то, что это слово имеет общий корень там и в славянских языках, и в тюркских, ничего не отменяет. Вот шла речь про параллели с санскритом, 250 тюркских слов в санскрите содержится. Это говорит о том, что древние арии контактировали с прототюрками. То есть есть специальные слова. Жречество. Да. И суть-то не в том, что, как это слово переводится, с тюркских языков можно перевести «вода ушла», «сульген». То есть «вода ушла». То есть можно переводить, все равно смысл будет один и тот же. Ну, это Вот. да, в книге Да. Рашида. Знаете, как переводится, допустим, на шумерском «шульген»? Гуликий. На курильских языках это переводится «лицемер», кстати, «шульга» означает. Шульга, да, противник. Нет, ну получается неправильный, смысл да. везде один и тот же. Отрицательный идет все равно. Отрицательный, да? да. Да, но изначально, конечно, он был не отрицательный, а просто был героем подземного мира. Да. Это не было, это просто позже из него сделали отрицательного персонажа. На самом деле это был дуализм, вот вы знаете. Да. Поэтому здесь есть перекличка с Путь вами. левой руки и путь правой руки. Да. Светоносный и земляной. Да. Материалист и адуктуальность. Поэтому здесь мне просто было важно, что есть определенные этнодинамические знания, и они совпадают с данными этого эпоса. Это о чем говорит? Что были жрецы, вот правильно, они посвящали там молодежь, или как вот правильно говорят, не просто молодежь, а посвященную молодежь, через знание эпоса Урал-Батыр каким-то более сакральным вещам. И, соответственно, то же самое происходило у древних греков, когда посвящали, Геракл, у древних славян, когда посвящали эпос о Тархе, и когда было у скифов от Таргитая. Но это еще не все, сейчас самая главная вещь закончу. Дело в том, что это же вот чем мне это интересен этот эпос стал. Дело в том, что вот эти все параллели, они находятся, вот вы сейчас сказали про Геракла, я просто вам поддержку скажу. Вот есть крито-микенская культура, так, есть ахейцы, да, то есть если вы знаете историю Греции, Греция заселялась сначала ахейцами, потом дарийцами, да. Так вот, крито-микенская культура, это древний Крит, остров, Микены, там есть захоронения древние захоронения, курганы лежат люди, все конкретная биология, никакой метафизики, ничего. Берут ДНК, и какие у них линии? У них линии R1A Z2123 и R1B Z2103. Пожалуйста, эти две линии хорошо представлены среди башкир, вообще идеально. Одна бурзианская линия, другая, основная часть башкиров есть. Это не говорит о том, что там лежат древние башкиры. Нет, это вообще линии были очень большие, огромные. Евразийское пространство. У башкир этот эпос поэтому и сохранился в таком виде, чуть ли не в изначальном.
Вот когда вы говорили, что вот есть литературная обработка, я с этим полностью согласен, я даже не спорю с этим, потому что Мухаммед-Шах Нурангулов сам был СССР. Да, он Но талантливый дело в том, человек. что есть еще первичная версия этого эпоса, она тоже сохранилась, но правда очень усеченно. Дело в том, что у казахов есть этот эпос, и там есть рода, которые родственны с башкирами. Вот именно генетически они родственны, это в младшем жузе они находятся. У них есть такой эпос, Жаик и Идель называется. У нас этот эпос, Идель и Яик назывался, он исчез, потому что когда Мухаммед-Шах Нурангулов был репрессирован, там многие документы его сожгли. То есть сохранился эпос Урал-Батыр, а он же еще был продолжение. Там же была первая часть, значит, Урал-Батыр, потом Идель и Яик, потом идет Акбузат. Это огромные части шли. Вот как в Библии есть там Бытие, там Да, Исход, Семикнижие. Второзаконие. Все то же самое было, понимаете? И вот эта вторая часть эпоса, она полностью исчезла. Ее можно только реконструировать по казахскому эпосу. Почему по казахскому? Хотя она сохранилась и в славянском эпосе. Дело в том, что казахи и кочевники, у них очень мало наслоений в эпосе, скажем, позднейших элементов, урбанизированных. Да? Понятийная база осталась Да. интеллектуальной. И когда вот я читал этот казахский эпос Жаик и Идель, он настолько реконструирует события, вот именно, которые происходили по данным этногеномики, я просто в шоке. Как там идет встреча с уграфинами, то есть позже появляются эти вот уграфинские племена, они идут с Сибири. Как там, потом надо обязательно смотреть эпос о Дюке. Почему я всегда говорю, это есть такой славянский эпос. Кто такой Дюк? Дюк – это старший сын Тарха. Вспомните, как звали старшего сына Урала? Яик. Как называли Яик в эпоху античности? Даик. 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 Это идет Дюк. один и тот же герой. Дальше что пишется в славянской Да, сказке? хорошие прошивки. В славянской сказке что пишется? Что Дюк куда ушел? В Индию. Теперь же смотрим данные этногеномики. Куда ушли индоиранцы? В Индию. Понимаете? Все прописано. Сами славяне этот эпос не понимают, потому что у них дюк ассоциируется с венгерским словом дюк. Дюк это по-венгерски означает граф. А если вот знать вот эти разные варианты эпоса, потому что есть эпос Жаик и Идель, вот его надо обязательно знать, тогда ты увидишь вот этот след и, естественно, эпос Урал-Батыр. И когда ты еще знания этногеномики подключаешь, эти все события, они реконструируются просто. Вот, можно маленькую реплику? Да. Вот как раз я с большим восторгом читал этот вот и Идель. Вот, просто почему? Потому Его что... же нету, как ты его читал? Ну, в смысле, вот... Казахский казахский вариант. Казахский Да. вариант. Посмотрите, коллеги, вот, допустим, вот мы сидим в городе Уфе. Значит, один товарищ пошел, ну, в смысле, чем занимался Урал-Батыр? Воевал с определенными чудовищами, да? Дальше. Его два сына. Один пошел вниз по реке Урал, другой пошел по реке, значит, Белый, потом Кама, потом Волга. И куда он пришел? Все равно пришел по берегу моря, они там где-то встретились. И с кем они стали, и что они стали делать? Они продолжали то же самое, воевать с чудовищами. И об этом все это написано. То есть, логично. Программа работает. Да, ну, И пока они всех не истребили, они вот этим занимались. дело в том, что до тех пор, пока этногеномики не было, я не умел читать это эпосы. Сейчас я просто беру этногеномику, реконструирую историю, и поскольку у меня историческое образование базовое, я вижу, вот в эпосе просто открываются какие-то целые пласты. Вот, допустим, простой пример. В конце, перед смертью, Урал-Батыр дает моральные эти. Помните, там такой сюжет, сыновья там рубят, значит, Рассекают да, скалы, рассекают скалы. река, да? Потом один рукой, и он дает им какие-то моральные, этические нормы. Да. Теперь смотрите, почему это исторический сюжет. Чем занимается Урнаму, царь Урнаму? Он роет каналы, прорубает каналы и дает первый свод морально-этических законов. Вот этот древний сюжет, то есть, по сути, это как происходило? Встречается группа хуридов, твоих предков, встречается с твоими и моими предками и с вашими. Соединяется и возникает вот этот общий эпос. И, кстати, народ тогда вполне возможно башкорт возник. Мне сейчас трудно это судить. Но как минимум точно это был какой-то предки каких-то скифов. И по сути, когда это произошло, вот эти мы сейчас находим и там и шумерские элементы, и чисто тюркские, и чисто индоиранские. Понимаете, то есть вот то, что в башкирском народе сейчас есть, это все там есть тоже. Как Я хочу исходное. тебя поправить, Да. относительно шумерских аспектов или гамешек. Там получилась, условно говоря, рокировка, свертка. Там герой горожанин, Гильгамеш, правитель города, а сельский простачок
фактически Урал, это Энкиду. Понимаешь? Но тоска и борьба, как говорится, там Нет, сюжет там же еще становится. арийский сюжет Сейчас, добавлен. подожди, извини. Я просто хочу сказать, что здесь одухотворенный, простодушный Урал, ну, условно говоря, сельской ориентации. И он в плененной птице видит одухотворенность и возможность полета. А Шульгет, материалист, это А знаете, Гильгамеш у шумеров, он видит в птице мясо, которое может съесть. Да, Вот и всё, понимаешь? А знаете почему? Почему сельский сюжет? В том-то и дело, что... Потому что городов не было. Нет, потому что тут заложен чисто древнеарийский сюжет. Эпос об охотниках есть. Я в этом специально... плане. Там Конечно. отдельная лекция есть, да. Да, Ну, я понял. это чисто предок рода Иродина. Вот, понимаете, там же идет комбинация 3 родов. Вот поэтому не случайно вот этот эпос записан именно в Баймакском районе, да? Ну, Хомишар. Там кто живут? Бурзергане, Бурзяне, вот эти самые древние, твои рода. Ну, вы не из того рода, но и Радимбешник тоже. И вот ассийские жрецы как раз были носители этого эпоса. Дело в том, что когда тестировали вот этот род Зихата Султана, о котором вы говорили, он же не Эрадинбе оказался, Эрадина. Давай, То есть не будем. Он дело- да. очень сильно удивился. Лучше не нужно. Суть в том, что да, там надо переправить. Суть-то не в этом. Я хочу сказать, что сам эпос, его надо рассматривать с разных... И там, поскольку, вот, понимаете, вот когда вот эти хуриты, я просто закончу, мне осталось 2 минуты. Когда хуриты убегали от... Их просто уничтожали, с территории озера Урмия, даже слово Урал это перенесенный топоним озера Урмия. Их свое государство они как назвали? Урарту. Урарту. Это вот этот Кель-Ур. Они унесли его наверх. Там создали это государство Хорезм. Земля солнца переводится с хуритского языка. Хур это солнце, Зем это земля. Тогда не Хорезм надо говорить, а Хуризм. Да дело не в этом. Ладно, не понимаешь. Я думаю, Само это хуриты. наши армянские братья, они Нет, это не армянские Урал. братья, это нахские, это Да, чеченцы, ингуши, нахо-дагестанская группа языков. Вот Группа видишь, какой J2. Да. Суть не в этом. И вот этот, когда они уходили, они же уносили с собой, не просто убегали, они уносили свои знания. Они знали эпос о Гильгамеше, они знали, у них были свои цари Урнаму, Шульга, Зарикум, Азрака, все имена идут в шумерском эпосе. Откуда они? Понимаете? Ну ты вернулся в начало. Да, а встречается там Это с кем? кто? Они же пришли на пустое место, а там живут кто? Арии. Арии кто? К тому времени это группа как бы скотоводов, которые шли с запада. Естественно, у них свой эпос об охотнике, потому что они потомки. И встречается с прототюрками. А кто такие прототюрки? В те времена это народ с очень сильным матриархатом, очень сильным или равным положением женщин. И поэтому вот это все 3 сюжета тесно переплетаются. Вообще Когда образ Хумай прототюрка... выбирает... Нет, Хума это другой образ. Айхылу это чисто образ прототюркской женщины. Ну все, я завершил, и поэтому дальше чисто дискуссия пойдет. Не, ну слушай, такой мощный, как говорится, массив совершенно разноправленных... Очень Я интересная знаю, как дискуссия. это Да, объяснить. извиняюсь, Пока очень интересная дискуссия. Я сейчас сделаю перерыв, и мы Давай. через 5 минут будем Да. делать вторую часть. Мне кажется, надо чайку хотя бы. Да, сейчас будет хорошо. чай.